Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Якутия-24». Замечательная, себя не похвалишь, никто не похвалит на самом деле, программа, которая называется «Один из нас». И сегодня у нас в гостях в нашей темной студии двое замечательных «одних из нас». Да? Это прежде всего Ladies First, Анна Пшенникова, коллега моя, много лет проработала в средствах массовой информации, в других местах тоже вместе сотрудничали. Ну и Андрей Колодезников, замечательный такой солнечный человек, который занимается как хобби еще и солнечной силой. Это я абсолютно не шучу. Объединяет этих замечательных одних из нас один факт. Начнем с того, что хит этого сезона – это, конечно, иммерсивные экскурсии по городу, которые, скоро же День города отмечаемый, да? Я просто обязан был в слове, которое Михаилу Михайловичу Росову дал, пригласить или Ладу, или других авторов вот этого замечательного проекта, который очень сильно выстрелил на самом деле. И для, внимания, я не говорю вот таких школяров и так далее, а для тех думающей части горожан, которые любят свой город, которые живут этим, они есть часть города, это для них было очень такой, не капля в море, да, а такой долгожданный глоток, нечто такого, что я сам стал капелькой тоже вот этой истории, участвовал даже, озвучивал там, по-моему, некого персонажа, который, рассказывал про тюремный Якутск. Очень, кстати, интересные факты, по крайней мере, то, что и казни здесь проводились, оказывается, в городе, да, и вот эти вот вещи и так далее. Начну я очень издалека, да. Мы же говорим там про мировой сионизм и так далее, да? Говорим, вот как спецам по истории города, которые копаются, изучают и так далее. А насколько истории города, кроме первопроходцев, кроме той научной интеллигенции, которая работала, велико влияние сионистов. Это же такое явление в царской России, оно достаточно мощное было. Конечно. И, в общем, я думаю, что еврейское сообщество очень большой вообще вклад внесло в развитие города и в развитие республики. Далеко ходить не надо, тот же Емельян Ярославский. Я не знаю, причислял ли он себя к евреям в полной мере. Но ортодоксальным, да? Да. Угу. Конечно, он прежде всего был революционер. Но ведь это именно он, в его кружке воспитались потом, так сказать, отцы-основатели республики. Тот же Амосов, тот же Барахов. Они же у него получили вот это вот, что называется, боевое крещение, какое-то видение и понимание государственности, и вообще осознание необходимости того, что нужно идти вперед и нужно создавать эту государственность. Сам факт того, что у нас в городе есть отдельное еврейское кладбище, да, это не умаляет еще раз. И еще раз говорю, без сионизма, без всего представители данной нации сыграли, если не ключевую, то очень значимую роль в деле становления Якутска как такового. Может быть, много и строителей, много и врачей здесь было. И ученых много. Опять же, первая эта волна, наверное, пошла, когда еще с 18 наверное, век, когда первые ссыльные были, когда появились еврейские все фамилии. Поэтому достаточно большое влияние. Потом образование, школы. Это же все тоже через них проходило. И не только образование, еще спорт. Гамерштадт. Да, Гамерштадт очень большое влияние делал. Связь, допустим, в советской Якутии вся связь была основана ими, скажем так. Многие работали. Товарищи знатоки истории города Якутска, а как вы думаете, почему? Во-первых, ссылали, наверное. То есть они там поднимали бучу, их сюда ссылали, они здесь утихомирялись, да, и становились частью общества, или как? Поскольку это все-таки были очень деятельные люди, наверное, в силу того, что были какие-то запреты на профессию, да, куда-то им было нельзя, поэтому они пытались реализоваться там, где им было можно, в той же торговле или в науке. Я думаю, поэтому вот такой импульс давали. А мои предки, мой прадедушка, он держал извоз. Его дом стоял там, где сейчас стоит гостиница «Лена».
Ну уж я не знаю, насколько большой вклад он внес в развитие именно города, но во всяком случае. Ну, еще раз, это извоз, это же транспорт, Конечно. это инфраструктура. Я по тем проследила временам. фамилию пока до середины 19 века, надо покопать дальше, чтобы понять, когда именно сюда приехали. Давай, все большое начинается с личного. Да? Аня, что ты там нашла в истории своей фамилии? Ну, мне попался документ такой архивный, где группа еврейской интеллигенции просит, чтобы их разрешили им переселиться обратно, значит, ну, куда-то на свою родину. И в числе прочих там вот мои предки, Григорий Альферович. Угу. Ага, ну вот. Ну, такой вот. У Андрюши Меня нет. генеалогии очень много. Нет, в смысле, представителей образования, представителей науки. Отец – это открыватель циолитов сунтарских, да? Ну, еврейских корней нету, поэтому не знаю. Друзей очень много. Есть друзья, которые переехали. Я ездил многократно туда. До сих пор мы поддерживаем связь. Поэтому мне только уважение. Угу. Нет, я не к семисвечникам и прочим. Я вообще в плане того, что генеалогию изучает, ну, по достижению определенного возраста каждый из нас, да? Да. То есть по достижению определенного возраста. Когда тебе до 30 и так далее, тебе глубоко не до того, кем были твои предки и так далее, а по, скажем так, истечению возраста 45 плюс, возможно, или 40 плюс, да, начинаешь уже интересовать, а кем был твой дед, прадед, что они сделали для своего родного края и так далее. Я хочу сказать, кстати говоря, вот я не знаю, почему ты начал именно, значит, с еврейства. Не-не-не, Вообще говоря, вот наш город — это как раз продукт слияния разных культур. Мультикультуральный. Да, разных народов, вот этих разных энергетик. Это очень серьезно чувствуется. Именно поэтому, вот, и, кстати, в экскурсиях в наших об этом говорится, именно поэтому город сумел вот здесь, в таких суровых условиях, тяжелейших, разрастись и стать таким действительно центром культуры, спорта, науки и всего прочего. Именно благодаря этому, что мультикультурный, мультирелигиозный, разные народы. Почему я начал именно потому что мы начали до эфира упоминать Питер. Да? Я вот, когда прогуливался по Питеру, очень много знаков, тех, которых, ну, масонских, грубо, да, тех вот этих вещей, как ты говоришь, очень деятельные люди, которые... Да тот же Вашингтон, это же полностью, скажем так, масонский город, который полон тайн, полон всяких каких-то вещей, в которых без всяких вот этих штучек, да, это националистических и тому подобное, копаться, это огромный интерес на самом деле. Да. А как у нас в Якутском? Вот давайте, что вас подвигло именно, тебя, Андрей, тебя, Аня, к приходу вот в этот проект Лады Евсеевой, который называется, ну, как погружение в историю Якутска? Вообще, как бы сейчас такое отношение к Якутску, вот это национальный город такой, столица национальной республики, но Якутск никогда не был таким. И сейчас он не такой. Очень много народностей, очень много национальностей, которые сюда приезжали, оставались, проживали жизнь. И большой вклад вложили и в якутскую культуру, в якутскую музыку, в якутское образование, науку, во все вообще абсолютно. Да? И этот проект раскрыл это. И причем это было не то, чтобы там, ну вот как сейчас принято говорить, что в 1632 году. Да? На самом деле это же все раньше было. И люди здесь раньше жили. И люди разные жили. И воспоминания вот это все перевертывает и поднимает, как пена, как что-то такое. И когда занимаешься этой, ну, экскурсиями, да, ты видишь глубину. И есть люди, которые просто известны по всему миру, известные по всей России, которые здесь были и которые оставляли свои впечатления, будь то отрицательные, либо положительные. Да? И вот это вот все поднимает уровень Якутска совсем на другую плоскость. Потому что мы вот думаем, что мы, якуты, вот здесь живем, там где-то на отшибе, а на самом деле все северные, северо-восточные экспедиции, научные, геологические, в старину даже, начинались из Якутска. Все первооткрыватели выходили из Якутска.
И поэтому значение города вообще просто растет на глазах. Вот для меня вот это вот такое какое-то открытие сделало, вот эти вот экскурсии. Согласен. Один только Гончаров и его фрегат «Паллада» чего стоит, да? Один. Это один только момент, скажем так, российской истории. Как ты пришла в проект? Меня пригласила Лада. Лада Вы с ней Евсеева. дружите? Лада Евсеева, кто не знает, да, это Да. человек, генератор различных идей, она краевед, она очень много знает об истории. И она пригласила меня написать сценарий. И когда я начала писать, я лишний раз убедилась, что история города настолько богата и многослойна. Сюда приезжали такие значимые люди, которые значимы не только для нас, а вообще для истории России и для мировой истории. А они были здесь, они работали здесь, они совершали удивительные открытия здесь. А мы, горожане, этого не знаем. А если мы не знаем, то как же мы это донесем до других людей? И получается, мы сами у себя, собственно, воруем историю. Мы потеряли вот это богатство, просто какое-то забвение наступило. Ну и вот я думаю, что благодаря этому проекту все-таки хоть что-то мы на свет Божий вытащили обратно и можем рассказать об этом людям, чтобы люди владели этим богатством, своей историей, потому что она невероятная просто. Ну, у нас отношение, скажем так, к старине, оно такое двоякое. Да? Вроде бы мы объявляем о заботе, там, хранении, увековечении и так далее. Да? С другой стороны, у нас, давай не будем далеко отходить. Недалеко от твоего дома стоит стыдливо баннером прикрытое здание Гимназии. прогимназии. Да? Как оценивать этот факт? Ну, вообще вот Стыдливо, он сгорел. И не находится, мы же в масштабах как бы мыслим, нескольких сотен миллионов, чтобы восстановить вот это вот здание, которое вот из того пласта прошлого якутского, оно значимая очень часть составляет. Так нет, вот и даже если подойти в плане архитектуры, да, вот архитектура того времени, она гораздо красивее и гораздо лучше, чем сейчас то, что строится. Если эти вот здания восстановить, они будут украшением. Не только как бы просто историческое здание, да? Оно будет архитектурное украшение, оно действительно такое. А потом прогимназия, она же еще и инновационная в то время была. Она открылась в 1907 году. В то время у них было отопление. То есть это были не печи, а было водяное отопление. В 1907 году. Мы думаем, что да, Якутск такой старинный, там жили в юртах, там облепливали балаганы навозом, с коровами вместе жили. Там. На самом деле это вот здесь так вот это было. Да? Было проводное электричество, телефонная связь, кинотеатр. Это в те времена. И люди такие были, которые это развивали. Просто обидно за то, что вот такое вот происходит. Потом мне кажется, что мало влияния, не влияния, а внимания обращается на то, что было очень много людей таких, которые внесли свой вклад, да, но не обозначены сейчас. Допустим, Грант Григорян. Да, в нашем детстве вся якутская музыка Грант Григорян. Все известные якутские песни Грант Григорян. Да. У нас нету даже ему памятника. Бюста нет. Бюста. Бюст есть в театре. Барельеф есть. Да, барельеф. Это же человек, который должен был быть на площади, площадь Грант Григорян, если мы благодарные потомки. Да. Потом Жарницкая, которая поставила балет якутский, да, это же тоже уникальный человек. Вот таких людей, которые именно сюда приехали, здесь развивали, очень много. Я вот, если позволите, еще вернусь к архитектуре. У нас город сейчас совершенно безликий. И это безобразие. Мы, когда здесь живем, внутри, вот постоянно, как-то к этому притираемся, да, лысенький, да, страшненький, вроде как вот привыкли. А когда приезжаешь из других городов, ты понимаешь, насколько он безвкусно строится. С ума сойти. И ведь у нас осталась вот эта малоэтажная застройка в центре города. Возьми, допустим, та же, почтамт, тоже здание КГБ. Почему
Кто придумал облепить их какими-то вот этими, значит, современными какими-то панелями? Но я понимаю, что владельцам этого здания хочется, чтобы у них оно было как бы а-ля современное. Эксплуатировалось нормально, да. Я Да. как строитель могу сказать. Но ведь это старая застройка, она может красиво работать на облик города. И дальше по проспекту. Но у нас все чих-пых развалилось, снесли. Второе здание развалилось, снесли. Как же так? Это же тоже наше достояние. Оно может быть красивым, а что будет на этом месте? Ну, наверное, какой-то торговый центр, да? Какое-то там бессмысленное современное здание. Мы теряем и теряем одно за другим. Вот это наше богатство. Возьми старый город. Но ведь это же не секрет. Сначала все развалили, все снесли, а потом на этом месте сделали новодел. Ну, это кто принимает эти решения? Ну, Скажи, пожалуйста, но кто-то их принимает. Даже так, скажем так, культурологическая, архитектурная ценность новодела, она в разы кратно меньше, чем если бы там оставили тот же... Я помню же кружало, которое старое было, да? Ну, даже учитывая вот тот опыт, который сейчас у меня есть, как человека, причастного к строительству, я могу сказать, что его возможно было восстановить, реконструировать. Возьмем сейчас залы, которые, ну, активно застраиваться вот этими, не в обиду неким группам застройщиков, но обещано-то было немножко другое. То, что старый залог останется, и он будет вписан архитектурный облик, ну, современных кварталов. Обещано было. Где оно? И все разваливается, да, и действительно, ну, буквально там лет 5-7 назад еще было в Залоге, что сохранить, да. Аптека та же возле Лены, помнишь? Все меньше и меньше, меньше и меньше. И это не только же они были такие, как архитектурные памятники, да, это же и строительство памятник, там же и бревна были большие, вымоченные, и всякие резные наличники, это же все было. Я помню, что я с папой в детстве ходила, вот папа меня водил по каким-то нашим районам, вот по городу просто, и мы с ним рассматривали наличники. Вот. Сейчас я своего ребенка не могу повести, потому что нету ничего, не осталось. И вот на нашей же улице Пояркова, я там жила, да, всегда с самого детства, я просто помню, там стояло 2 купеческих дома, вот из таких бревен, такие, как в сказке, с крыльцом, Это со всеми по пути делами. в дворец детства, да? Вот, Да? Нынешнего магазина Поярков, когда идешь немножко, и там было, да? Да, да. Вот, пожалуйста, ну, сейчас такого нет. Как это можно было под бульдозер? Ну, это, правда, было давно. Тогда еще, наверное, не ценили. Это было еще... Ну, горожане-то были. Горожане же те же самые остаются. Вот. Поэтому тут давно, недавно это... Вот, к слову сказать, если позволите, да, пока не забыла. Я в этом году была в такой деревеньке, называется Старая Ладога. Кто не знает, это первая столица Руси. Год ее основания 753, что ли. Старше Киева, да? Она, вот насчет этого так врать не буду. Да? В общем, одним словом, туда Пропустим. высадился Да. Рюрик, туда высадился Вещий Олег, это начало истории Руси, значит, и так далее. Она входит в 100 красивейших деревенек России сейчас. Они сохранили все. И вот туда приезжаешь, ты абсолютно погружаешься в атмосферу. Много ума не надо. Просто эти домишки, только они все сохранены. Заборчики все аккуратненькие, никакого профлиста. И все, пожалуйста, это уже облик, это уже историчность, это уже атмосферность. И люди туда приезжают. Это вот к вопросу уже о туризме, да, о том, как это можно эксплуатировать, как можно отсюда деньги брать. Это выгодно не просто с точки зрения эстетики, но и с точки зрения привлечения финансов, сохранения облика города. И нам это обязательно нужно делать. Если бы сделать некую туристическую зону, Якутск, центр освоения Арктики и Америки, да, это же сохранить... Да даже северо-востока России. Да, Дальнего Востока. Атмосферу сохранить вот тех вот зданий, поселений, где тень Витуса Беринга там прошел, да, там Конечно. первая комплексная экспедиция, где работала и так далее. Это можно было сделать. Да, можно А и кто это сейчас будет сделать. Горожане. Горожане, потому что мы же избираем вот эту власть, которая, по идее, принимает вот эти решения. Да, принимать эти решения. И мне всегда интересно, а чем они руководствуются в принятии этих решений? Это не очень понятно. И есть какие-то там мастер-планы, градостроительные планы и так далее. Ну, в принципе, но основная эта беда, конечно, да, то, что население растет, нужно город, ну, каким-то образом. Понятно, что это стратегическая задача, компоновать таким образом, чтобы все население вошло. И чтобы оно все было оснащено там и коммуникациями, и этим, и так далее. То есть, в принципе, в жертву удобствам горожан же опять были привнесены вот эти памятники, были привнесены множество других вещей, которые
сохраняли бы всю эту атмосферу на самом деле. Вот мы говорим сейчас, вот недавно свет ушел, на час ушел, да? У нас же была паника, я не знаю что. А мы помним времена, когда в Якутске там на полдня свет отключали и так далее. Жили при свечках. Ну, было это. Воду отключали. Как-то жили. На же. все лето, да? Нет, я не знаю. Вот, Андрей, На дачах все лето, да, это А- все верно. ты согласен с тем, что говорит Дима, что либо историчность, либо комфорт горожан? Разве Нет, мы нет, должны это, я противопоставить? говорю, это все неправильное противопоставление, потому что, Но я ж провокатор. Профессиональный. ну да, разве что если и так, потому что историчность и соблюдение каких-то норм, мне больше вот кажется, что вот современной архитектуры вообще ни одного здания нету красивого, ни одного. Это вопрос эстетики. Просто вот возьмите старые дома, да, все старые дома, тоже про гимназию, здание канцелярии, Пушкинка, Академии наук, да, это дома как будто с другой цивилизацией. Да. Просто с другой цивилизацией. Их взяли сюда, поставили, они здесь вообще нигде не стоят, никак не подходят. Не ничем. вписываются. Не вписываются. И потому что на самом деле, Якутск, вот это они, вот Да, эти да. здания, да. Верно. А потом уже мы насадили вот эту другую архитектуру, вот эти вот улицы неправильные, вот это все неправильное строение, неправильные стройки, ужасные стройки. Вот это вот здание, которое проспект Ленина, Хабарова, как горка, это вообще ужас же, которое так и в эксплуатацию не вошло. И таких зданий много. Да, мне даже бизнес-центр не нравится. Ну что это такое? Почему это такое стоит? Ну, на вкус и цвет фломастеры разные, да? Нет, потому что Якутск, если приедешь, ты посмотришь, да, наши все здания как времянки. Потому что сделали из тонкого материала в наших условиях. Из тонкая стена, и сверху утеплено, и закрыто какими-то закрывашками. Как будто бы вот сегодня быстро мы живем, вот буквально 3-5, там 7 лет, и все, и дальше уезжаем. Все как временное. Ну да, соглашусь. Мы не делаем это для будущих поколений, Да. абсолютно точно. Это все, оно может быть качественно сделано, но в смысле эстетики и вот этого городского облика, который мы, конечно, должны формировать, и для будущих поколений тоже. Вот в этом смысле это все очень, очень дешево смотрится и очень безвкусно. Я продолжу факты. Да? На Гемине стояло очень такое резное здание. Да, вот. Помню прекрасно. Имеет отношение, по-моему, к адмиралу Колчаку, да, к одной из... Он же не только, скажем так, руководитель белого движения в Сибири, но и один из исследователей Арктики, Да. один из значимых исследователей Арктики, да, то есть где останавливался Колчак. Снесли? Вот скажи, пожалуйста, а ведь это здание действительно, оно историчное, оно было Оно очень стояло, красивым. украшало. Вот. Вы знаете, если можно ведь расширить нашу дискуссию, выйти за рамки архитектуры, и, например, коснуться городского ландшафта. Мы стоим в уникальном месте Якутска, где система озер и каналов. Мы могли бы из этого извлечь огромнейшую пользу в смысле вот городского какого-то устройства, в смысле зон отдыхов. Это было бы красиво. Что мы имеем по факту? Мы засыпаем озера нещадно. Маленькие, большие, строительный мусор, бац, сверху какой-то дом. Надо нам, как вот с Талым озером было, какой-то проект, освоить какие-то деньги. Вы только подумайте, чтобы освоить деньги, мы делаем дорогостоящий проект, засыпаем озеро, нарушаем уникальную экосистему, и вот делаем, потом говорим, это же хорошо, это же сквер. Вы понимаете, что вообще причинно-следственные связи нарушены, логика нарушена. А у нас было действительно уникальное озеро, там андатры жили, много ли таких озер имеется? Вообще никто, я писала очень много об этом, как журналист, поднимала эти вопросы, и никто на это не обратил внимания. А вы понимаете, что это такое? Это варварство. Вот Да. буквально, вот как варвары зашли в Рим, да, был прекрасный город, они подумали, а что там, подумаешь, какие-то статуи, бац, зачем это? Вот золото это понятно, золото это ценно, а что это скульптура? И вот у нас также, мы зашли, мы здесь живем и просто разрушаем все. Где-то по автодорожке, я вот недавно ездила, там стояло дерево огромное, сосна.
Ну, мы понимаем, да, сосна в нашем климате, чтобы такое дерево, это, наверное, лет 400 ей. И вот сейчас я смотрю, она пожелтела. Почему? Да, просто там какое-то строительство, что-то там возят, и вот все, дерево убили. Понимаете? И в этот же момент мы занимаемся постоянно бесконечным этим бессмысленным озеленением города и садим вот эти чахлые былинки, которые не приживаются, они падают, там замерзают. Потом и опять, это все наши деньги уходят, если уж говорить о золоте, да, о финансах. Что мы делаем? Кто принимает эти решения? Где здравый смысл в принятии решений? Где практицизм какой-то? Где, в конце концов, Логика. чувство вкуса, логика? Где вот это все? Этого нет. И вместо того, чтобы сделать город красивым хотя бы с точки зрения озер, использовать этот ландшафт, нет, мы его просто гробим. Ну, Вот так. все-таки я вспомню, что я, кроме провокатора, еще и какой-то генератор. Ну, есть замечательный проект, который называется «Народный бюджет». Да, все слышали. То есть, когда просто обычные люди, они инициируют какие-то деяния, направленные на что-то, на восстановление, на реконструкцию, множество. Конечно, там 90% там поставить детскую площадку там, и так далее. Понятно. Но есть там и уникальные. Я был в комиссии по рассмотрению народного бюджета, да, и были моменты, когда там проходили проекты, я пытался убедить отцов нашего города в том, что вот именно вот эти, они нужны, проекты. Да? И на самом деле, вот, Аня, как ты говоришь, это мы все варвары. И от каждого из нас зависит, от тебя, от Андрея, от меня, как мы будем относиться к этой памяти. И в этом отношении вот этот проект, который абсолютно не привлекая особых каких-то средств, да, а вбивает в сознание людей того, что мы живем над огромным пластом истории, да, и являемся частью вот этой истории. Мы, каждый из нас. Ну, мне кажется, вот этот народный это такая закрывашка, которая закрывает такую большую тему, отмазка такая. Потому что все равно этим бюджетом не закрыть вот то, что надо делать. Потому что это настолько глобально, и этим должна республика заниматься, не только городская власть. Потому что это лицо республики, и я вот думаю, сейчас в нынешних условиях, да, когда внутренний туризм повышается, сейчас сюда хлынет народ, просто хлынет. Нам показывать нечего. Просто нечего. Жить негде, показывать нечего. Люди будут приезжать и уезжать. Сейчас разочарованными. Да, разочарованными. Мы можем в лес увезти, на рыбалку увезти, на охоту увезти. А приличную гостиницу в центре не найти, да? А в Якутске нет. Чтобы пройтись по городу, мы можем историю рассказать, те же иммерсивные эти, да. А вот то, что сказать, вот наша столица Алмазного края, да, вот самая богатая республика России, самая большая, где есть золото, алмазы, серебро, все эти полезные ископаемые, нефть, газ. А вот у нас как, я не знаю, дома как кладовки, а туалет дырка в полу. И народ требует салюта на День города. Ну, нет, требует это все другое. Требует это одно, да, хлеба и зрелища это нечто другое. Власть имущие должны по-другому совсем относиться, потому что от них больше зависит, чем от горожан, мне кажется. Конечно. Потому что бюджет все равно через них проходит. Куда этот бюджет пойдет, тоже от них зависит. А народный бюджет хороший такой, когда во дворе, когда вот именно детская площадка, там кто-то вложился, кто-то помог. Это да, может быть. Но в целом в городе это невозможно так, чтобы делать за счет горожан. Тот же, допустим, сквер учителя сделали, и все, его никто не обслуживает. Он умер, просто там засрали все. И город от этого тоже отмазался. Он говорит, мы не обслуживаем. Тот человек, который делал, убежал. Ну а почему мы-то, горожане, должны от этого? Если у нас горожане, извиняюсь, отхожие места превращают в парадные, да, мы получали кучу свидетельств, неоднократно, по крайней мере. А тут ничего не поделаешь. Это, люди всегда такие были и будут везде, во всех странах. Не надо говорить, ой, они плохие, они там мусорят. Надо наладить систему, которая, Чисто там, где убирают. Систему, да, вот такую, где убирают, где все приводят в порядок. И все. Тут не надо искать виноватых, тут нужно Да, надо работать просто. Надо придумать, делать. как это сделать. Как это все
восстановить или исправить, придумать систему, когда это. Даже та же свалка, вот, допустим, да, мы ругаемся, что вот в лес выехали, и там все замусорено. Причем замусорено сейчас уже не так, чтобы туристы пошли и накидали, да. Прямо машина грузовая приезжает и сваливает. Почему? Потому что надо платить. Потому что на свалку привозят, и надо платить за этот мусор. Если город чистит, да, чистит, и он заинтересован, чтобы все было чисто, он должен, наоборот, за мусор платить. Тогда, вот если будет свалка платить за мусор, да, горожанин сам будет собирать все и увозить туда. Много лет подряд я провожу экологическую акцию «Поклон реке Лени». Смысл акции, значит, очень прост. Мы выходим вот здесь в ближайшая территория, где лодочная станция, значит, вот стрелка и так далее. И убираем мусор осенью перед тем, как, значит, ну, ляжет снег, чтобы весной этот мусор не утек в реку. Очень хорошая акция. Мы проводили. Сначала мы делали вдвоем с дочерью, а потом стали привлекать других людей. Нас до 60 человек собирается, и мы собираем очень много мусора. По 2 машины мы вывозим. На следующий год мы приходим, то же самое. Мы выбираем одну и ту же территорию, очень небольшое пространство, опять несколько машин мусора. И примерно 7 или 8 раз я провела, лет подряд, а потом я подумала, а сколько можно? Ну, а если меня не будет, то кто будет там прибираться? Ну, разве это моя обязанность? Вот меня, Анны Пшенниковой? Ну, наверное же нет. То есть я могу как волонтер это делать. Но куда город-то смотрит? Да, люди там отдыхают. Ну, значит, нужно придумать, кто будет там убирать за этими людьми, за горожанами, за нашими. Но этого нет. И сейчас я не убираю, я не знаю, как там. И это системная работа, потому что надо это всегда делать, потому что это будет всегда так. Если не придумать систему, чтобы это все дело убиралось, либо горожане сами убирали и куда-то сдавали за деньги, да, либо какая-то организация должна чистить. Но этого нету, вообще близко нету. Мы вот выезжаем тут на Вилюйский тракт куда-нибудь или во Владимировку, все, вообще весь лес замусорен, весь. Опять же, возьму тактику Анны. Да? Ты не говоришь, что мы только тут такие, которые на севере живем такие. Несколько лет подряд на Великих пирамидах, да, ну, то есть в долине фараонов, та же самая картина была. Да? То есть стоят пирамиды, и там вокруг все, извиняюсь, в чем угодно. Да? Ну, просто был кризис, скажем, власти в Египте там, и так далее, и так далее. Ну, не прибирали они такую туристическую достопримечательность. И там вот было такое. Париж, помнишь, мы ездили? Да. Ездили. Париж. И весь центр, извиняюсь, в презервативах, да? Полностью. То есть Елисейские поля вот постолько в мусоре. Из-за того, что там кто-то взорвал бомбу, и мусорные баки пришлось закрыть. Да? Помнишь, было такое? Да. Было такое. То есть, да, не одни мы здесь такие. Да? То Конечно. есть над каждым стоять и назидательно ему гвоздик тюкивать в макушечку его, это бессмысленно. Надо, ну не знаю, работу настраивать таким образом, чтобы, еще раз, мы же платим налоги, мы же платим какие-то эти. То есть мы не только живем тут, и не только потребляем продукты и вводим детей в школу, которые построены за счет власти, да? Мы еще и платим налоги. Мы равноправные участники вот того процесса, который называется жизнь. Все равноправные участники. Мы вправе вот каким-то образом, еще раз, повлиять вот на все вот эти моменты. Я не призываю там каким-либо эксцессом или что-нибудь такое. Просто надо посидеть, подумать, я считаю. Особенно зрелым людям. Но повлиять как? Вот механизм каков, я не понимаю. Есть механизм, куча механизмов. Те же общественные палаты, да, те же общественные институты, общественные советы и так далее. На самом деле же наказания вот за нарушение в области природоохраны, охраны архитектурных памятников и так далее, они примерно одинаковые, они очень жесткие. А вот сейчас у нас дилемма такая: либо мы будем стучать, либо мы будем терпеть это дальше. Так? Ты знаешь, мне кажется, вообще, чтобы это все заработало, что касается природы, что касается архитектуры, ну вот всего вот этого комплекса тех тем, которые мы сегодня обсуждали, ну, должна быть какая-то воля вот человека, который стоит наверху. Это называется патернализм, Анна. Это называется патернализм. Ну, как бы там ни было. Но я понимаю, что ты девушка, я понимаю, что ты женщина, и привыкла стоять, это как называется? Опираться, скажем так, на какое-то сильное очень плечо в лице. Еще раз, мы и есть власть.
Мы и есть народ, мы и есть город. Мы не только живем в этих домах, которые составляют город. Мы и есть часть процессов. Я что хочу сказать? Вот сделали вы вот это вот хорошее дело, да, вот эти иммерсивные экскурсии и так далее. К тем 5 горожанам, которые и раньше задумывались над этим, прибавилось еще 5. Это уже великое дело. Это уже великое дело. Мы сменили вот этот вот вектор, который 5 человек задумываются над тем, над архитектурным обликом и так далее, включая главного архитектора, там, кого угодно и так далее. Добавилось еще 5 человек. То есть это уже вектор удвоил свою силу, а если добавится еще другие 5, это уже плюс 3, вернее, кратно 3. У меня есть сейчас идея, что касается вот экскурсий. Сезон-то заканчивается. Но если у нас получится, может быть, мы это облечем в какую-то литературную форму. Радиоспектакль. Радиоспектакль сделаем облечем в литературную форму. И если наше издательство замечательное национальное АЯР проявит интерес, то, может быть, мы выпустим это как книгу. И это было бы очень здорово. Тогда еще плюс 5-7 человек. Я и говорю, мы в силах изменить вот этот вектор, направленный на что-либо. Мы объединились, там 10 человек, которые хотят сохранить историю города, да, хотят, чтобы Якутск знал о своей памяти, знал о своей истории. Если мы расширим вот это вот, вектор направления этой силы, он удвоится, утроится, в 10 раз больше станет. Поэтому... Мне кажется, что... Сейчас Андрей допустит патернализм и скажет, это дело других. Нет, это капля в море просто. Капля в море. Просто Якутск и якутские власти не используют такой рычаг, как, допустим, Якутск, я опять повторюсь, представляется как столица национальной республики. Статусность. Статусность, да. И вот все якутское, у нас все по-якутски, все якутское, но при этом, да, у нас очень много живет национальных других татары, киргизы, узбеки. Сейчас вообще очень много. Да? Ихние вот эта вот сила нигде ничего не используется. Как, что, почему? Мне кажется, что городские власти в эту сторону тоже должны смотреть. Да? И эти люди уже тоже горожане. Они тоже уже всю жизнь живут здесь. Конечно, причем много поколений. Да, много поколений, и все развивается, а отношение к ним все время как к приезжим. Вот, понаехали. Я почему и начал с каких-то сионистских масонских вещей и так далее. Нет, может, евреи никогда не считались здесь чужими. Да? А вот Средняя Азия до сих пор, либо армяне, допустим, да, те же, грузины, они же тоже тут всю жизнь живут. Гран Григорян – это вообще великий якутский композитор. Гран Григорян. И вот Лада Петровна сделала эту экскурсию, да, про Гран Григоряна. Мы поехали в церковь армянскую. Церковь армянская в Якутске есть. Они не знают о нем ничего, сами армяне, что у них есть такой сын. Потому что в основном там тусуются, скажем так, строители. Но все равно они же тоже всю жизнь здесь живут. Вот это вот нету объединения такого. А это же реально, как говорят, немножко постыдно не знать о своем великом земляке, да, который столько усилий вложил. А это тоже от нас зависит, потому что мы его должны преподносить, вообще вот так вот на руках носить. И им показывать, какой у них сын, и как мы благодарны. Это же тоже подача. Либо, допустим, вот Лада Петровна делала встречу с геофизиком Фрайнбергом, извиняюсь, фамилию, может, неправильно назвал. Немец. Он говорит, еврей тоже, да, он говорит, был в Томске. По сравнению с Томском, Якутия – это вообще небо и земля. Да? Но у них есть аллея геологов-первооткрывателей. Якутия вся от геологии зависела. И вся от геологии развивалась. В то время и сейчас, да, у нас к геологам вообще никакого отношения нет. То есть где у нас аллея первооткрывателей, тех людей, которые поднимали Сибирскую академию наук? Да? Это же все было. Почему у нас такое отношение? Его нет, этого отношения вообще. Нет, вообще нету. Геологи нету такого вообще.
А это люди, которые вот сделали всю Якутию, все поселки, все развитие от геологии было. Кто-то слышал когда-нибудь здесь, нет? Я анекдот припомню, да. Медведь шкуры, геолог спички. Да? Ну, примерно. То есть не в том плане, что можно у геолога все взять, начиная от сгущенки, заканчивая спиртом, да, а в том плане, что ну, реально все процессы, которые, то есть вкладываются большие деньги, это все зависит от геологии. Все абсолютно верно. А в Томске вот с Югрой вот это и так далее, ну, понятно, что это градообразующие предприятия, которые вкладывают, и не только, кстати, непосредственно в геологию, они там восстанавливают фасады домов, не только реконструируют сами дома. Ты же была в Томске? Нет, в Томске не была. Тоже Я учился там, да? Это старый Томск и старый Якутск того времени, это две большие разницы, как в Одессе говорят. То вот там вот эти наличники, вот это собрание наличников, которое может по центральной улице пройти, найти, ну, не знаю, ты себя там, наверное, чувствовала очень комфортно. И вкладывается туда, еще раз говорю, нефтегаз складывается, там кто угодно вкладывается, атомная промышленность складывается. Ну, это у нас вообще геологии нету, и геологам, тем первооткрывателям, которые, да, месторождения, от чего мы сейчас живем все, и почему республика такая богатая считается, да? Это же все геологи. Ну да, в общем. Это же простые люди, которые вот тогда в те времена открыли, и мы вот их не преподносим. Этого нет у нас. И это кто должен? Горожане это делать? Нет. Это республика должна. Ну вот смотрите, мы сейчас обозначили, вот в нашей такой легкой шутливой беседе, обозначили ряд тем. Их много, они разные. И если каждую из них разрабатывать, то все это будет в конечном итоге работать на развитие города. Вот как бы сделать так, чтобы объединить это все и создать какую-то единую концепцию развития нашего города? Не в смысле укладки асфальта этого бесконечного. Развитие города — это не укладка асфальта, это что-то большее, это что-то концептуальное должно быть. Вот это нам нужно. С памятью вот тем же геологам, с архитектурой, с городским ландшафтом. Все это должно быть как-то объединено и начать работать. Вот это бы нам сделать. И тогда действительно мы будем говорить о том, что город Якутск начал развиваться и начал выходить на новый уровень. Уровень третьего тысячелетия. Друзья, я безмерно благодарен за то, что вы поддались на мою провокацию, и, ну, которая началась чуть ли не к отсылке к твоим предкам, да, но на самом деле, если вас не спровоцировать, да, вот эти разговоры так и остались бы между нами. Вот приезжаю я на дачу к Андрюше, там кустики малины осматриваю и говорю: Андрюша, же есть такие моменты и так далее. Или к тебе обращаюсь по каким-то там сценарным вещам и выкапываю вот это. А вот так, чтобы раскрыться и дать знать, что людей волнует, кроме цен на бензин, там, коммунальных платежей, еще и память своя собственная. Да? Вот за вот этот прекрасный момент, на самом деле, который я считаю, я выражаю вам огромный свой махталитет. Да? Потому что задача журналиста, на самом деле, раскрыть своих собеседников, своих героев, свою тему таким образом, чтобы это приобрело немножко другое звучание. Не в плане отчета. Мы сделали вот такое столько-то иммерсивных экскурсий и так далее, а дальше отвалите. А в плане того, что как вот то, что нами сделано, может быть еще развернуто таким образом, чтобы охват стал больше. Да? То, что горожан волнует и про гимназии, и озера, и отсутствие наличников, тоже волнует горожан. Пусть это будет услышано, пусть это будет. Это шикарно. Отсутствие красоты надо. Отсутствие красоты, эстетики. Это тоже волнует. Это основная задача, которая стояла вот во время, когда я задумывал вот эту вот общественную трибуну, которая называется «Один из нас». Одни из нас, обычные люди, которые не только малину сажают, приходят ко мне и говорят свои беды, свои боли, свои какие-то опасения и так далее. И поэтому не прозвучит это в критике не в адрес муниципалитета, не в адрес республиканской власти, но я точно знаю, что во власти сидят тоже далеко не глупые люди, да? Которые, когда поймут, что людей это тоже интересует, они и будут предпринимать вот те решения, о которых ты говорила, Аня, да? О которых они и будут включать логику как бы, при принятии градообразующих решений. Надеюсь, они нас услышат. Надеюсь, они нас услышат. Мы всегда надеемся, что вы нас услышите. Это программа «Один из нас». Увидимся ровно через неделю. Спасибо.